Так, ассаламу алейкум. Добрый вечер, приветствую всех. Маш Дойль, телефон, что, хаусер хватит. Так, меня видно, меня слышно, как прием, звук, как картинка. Алейкум салам, ассаламу алейкум. Ведущий на месте. Так, отлично все, да? Джахар Дудаев, имя, фамилия, Маш Войль, Маш Алхуль, Маш Алхиль. Видно и слышно. Ноутбук, что хаусер хватит. Да-да-да, видно, слышно. Серик Шагир, приветствую. Ва алейкум салам, инженер-конструктор Анастасия, житель. Всех приветствую, всех рад видеть, вернее читать. Так, потихонечку собираемся. Так, супер Батман. Ва алейкум салам, супер Батман. Говорит, совсем не жалеете себя, все о народе думаете, все о стрима вещаете. Ну да, что поделаешь, надо доносить хотя бы какую-то свою какую-то правду. Поэтому, так, Руслан Алиев, салам алейкум. Россия умирает, кризис, народ голодает, Путин просто обманщик. Да, в Москве все хорошо. В Москве как бы вот эта картинка московская очень неплохо видна. Ну, как бы Москва европейская такая ухоженная столица, но внутри а, на окраинах Москвы, да и жители Москвы далеко сейчас не в хорошем состоянии, и каждый день все ухудшается. Я это каждый день наблюдаю, каждый день общаюсь с москвичами. Ну и в России тоже не лучше. Общаюсь и с другими жителями в Фейсбуке, с другими регионами России тоже не лучше. Сергей, Украина, ты что такой довольный сегодня? Хорошо и вкусно поел, поэтому и доволен. Так, Вазген Умедович Саакашвили. Аслан, нет сегодня свободы слова в Чечне. Нет сегодня свободы, это точно. Ассалам алейкум, говорит Абубакар Зубайров. Что скажешь про выход имама Махди? Алейкум салам, я не знаю, вышел уже, да? Я пока не в курсе. Я от вас много новостей узнаю. Ребят, вам тоже надо стримы проводить. Вам тоже надо стрим проводить. И я буду узнавать много нового. И не буду тратить время на стримы, вас буду смотреть, и у меня все будет. Так. Джон Бонда. Здравствуйте, уважаемый Аслан. Что нового? Да, здравствуйте, Джон Бонда. Все отлично, все новое. Каждый день что-то новое происходит. Так, добавить звук, говорит кто-то. Аслан, звук добавь. Максимальный звук. А вот наушников я вот не взял сейчас. Буду кричать тогда. У меня голос нормальный, буду кричать. Ну, громко говорить. Так, Купер 9999 на 5 начал. Взялся за свое. Я тебя не буду читать, Купер, если ты будешь у меня всегда сделать вступление перед своим вопросом. Сразу задавай его и точка. Так, почему нет оповещения, говорит Леди 74. Леди, я не знаю, когда вот... Ну да, у меня снимаются лайки, а я заметил, снимаются просмотры, я не знаю, как они это делают, но просмотров становится меньше. Плюс
оповещение, вот мне сейчас уже повторяют, не приходит оповещение. Ну вот, если вам интересно то, что мы делаем, вы считаете важно то, что мы делаем, вы должны включиться в эту работу. Это и есть гражданское общество, привлекать, распространять информацию, да, и вот так вот. Вот еще один тут пришел, учитель. Так, малой ногче. Асан, скажи о, о, о словах слова, о возврачись небо ногче сиса сбеж. Я что-то не понял, малой ногче. Ассалам алейкум, Аслан. Почему бороду не оставляешь? Борода это тема. Абдулла Аздамир, я считаю, что вообще в нашей культуре не культурно вообще такие вещи в мужчине говорить. Если ты что-то хочешь, религиозное наставление мне сделать, и я без тебя, конечно, это знаю, да, азы-то я, по крайней мере, знаю, и я эти свои азы не выставляю, как будто я ученый ислама. Если у вас есть какие-то там, да, я там рукой не той взял, нос не так вытер, там, или там чихнул не так. Если у вас есть вопрос, и вы хотите, как мусульманин мне хорошо, напишите мне в личку, e-mail, Facebook, Instagram, и сделайте наставление. Хотя это не самое, ну, это не то, что я не знаю. Я, поверьте, я знаю ислам достаточно хорошо. Просто я не считаю, что я знаю его настолько, чтобы учить его кем-то. И тем более общественно, ну, прилюдно это как-то делать кому-то наставление. Так что, братцы, давайте соблюдать культуру. Да, мы же чеченцы, а чеченцы должны показывать культуру, чтобы все думали, что мы очень культурные. Хотя это далеко не все у нас, как выясняется, культурные. Хотя у всех есть не все культурные. Так, Елена Орлова, прекрасно выглядите. Спасибо, передавайте привет вашей родственнице. Я уже. Спасибо. Юсуф Алиев. Аслан, что ты думаешь насчет Идриса Абадиева? Есть, кроме меня, уже, по-моему, 7 миллионов чеченцев что-то уже высказали по этому Абадиеву. Я про него, кстати, тоже высказывался. Ну, а по Абадиеву прошлись все. Я видел сегодня его ролик, где он, заикаясь, там говорил, я не так имел в виду, я сяк имел в виду. А потом рядом стоит ролик, как он прям выступает и говорит, что за нами 10 миллионов казаков и так далее. Короче, сегодня по Абадиеву ингуши высказались, сегодня я целую обращение целое было, да, и несколько тейпов там написали и от имени их объявили. Короче, с Абадиевым уже, короче, вопрос решен. Вот я то же самое думаю. Все, кто носит раздор, будь то Абадиев или другой, тем более оскорбляет целые народы, тот является человеком или же провокатором, нанятым за деньги, или страдающий скудоумием. Поэтому вот что я могу сказать про всех, а не только про Абадиева. Ва алейкум салам, Вольф Тир. Так. Майк Смит. Аслан, в войну Нохчи милиция защищала мирных граждан. Почему новые сотрудники не защищают свой народ? Я не знаю. Я не знаю. О, да, Рамазан Магомедов. 17 тысяч. Я как раз подумал, что вот сейчас начнется стрим. Глянул, смотрю, около 17. Думаю, сейчас будет
17 тысяч. Ну вот, нас, ребята, 17 тысяч. Купер 99. По-моему, Аслан, ты меня не читаешь. Говоришь. По-моему, Купер, кроме тебя, я вот, как тебя, я мало кого читаю. Так. Мне, по-моему, стрим вести не надо. Мне достаточно читать ваши комментарии, это уже весело. Спасибо вам всем. Елена Орлова. Все, договорились тогда, Елена Орлова. Когда ты приехал в Европу, говорит, голос Чечни. Голос Чечни. Собираешь информацию. Так, хе. Ну, 3х. Ассалам алейкум, брат Аслам. Салам Машал, Дон из Ингушетии. Кстати, Абадиев дно ингуши презирает его за высказывание в адрес братьев чеченцев. Ва алейкум салам, иксис. Салам Машал, ду галамахке. Иш иду и хушма, ду войну. Войну разные на бол. Мы же не можем говорить за всех, да? Тани говорят, да лир бош. Ой, корт болш, нама дуй ормаш болш, эзденгал долш, рилк долш, лерем болш, амма дуй хан юкар, халхан юкар, вай омшта, леттага халум ду нохч, хум элче, угаза магула, алла, шук бахшун конкретно. Нохчи дейра бу хал бохш бу шуат дохца боас, но нохчич о хал бохт ах провокаторш бу специально лилдаш, ну провокаторш ботерш тани гар хум дол вай оушен инт ира дол вай танцерелч вай дома дац ok ukti belk stana da ishma dati melch o khila martes hay belk khat boqa naga tan belgo uq belga martesi ibel gamotsa boqke wait so khad nira sundela galga ma u uwazi nochi ma u uwaz wait юкдуш питан ваяладис. Это нас делает сильнее. Мы будем умнее впредь. Да, Алмула. Да, Алмула. Так, no name мистер. Асна, что ты можешь сказать о Зеленском? Ну, это чисто украинские дела. Я уже говорил о Зеленском. Я за Порошенко. Но это сугубо украинские дела. Так, Купер 99. Только независимость и свобода нужна чеченцам и Чечне. Вот видишь, Купер, опять я тебя прочитал. Умеешь ты добиться внимания к себе, Купер, я тебе скажу. Так, Кавказский волк говорит красавчик ингуш, правильно? Лапа Лапуч. Аслан, как хорошо, что вы уже говорите... Как хорошо вы уже говорите на немецком. Можете что-нибудь рассказать? Я очень плохо говорю на немецком, поэтому пока я еще не готов прилюдно разговаривать. Так. Понимаем, XXX, альхамдулилlah, да, Аллах, все понимает. Доко ночи, знаете, когда вот этот ингушско-чеченский вот этот момент начался, провокаторы в основном, да, платные тролли и разгоряченные, эмоциональные, мы же сами друг друга знаем, да, мы народ эмоциональный, и нас завести там, вот так мы заводимся. Многие просто наблюдали и не лезли в это, да, ну, как бы, ну, куда ты будешь лезть? И, ну, не лезет. И поэтому не видно тех, а тех большинство. Видно несколько там десяток и там сотню троллей, десятки обижен, а потом заражается. Это же специальная такая методика. Заражаются другие люди, которые не причастны к этому. И они тоже начинают, ах, он на чеченцев что-то сказал, там, ингуш, тоже с той стороны сидят, тоже ж провокаторы. И тоже ингуши, которых задевают, но в основном провокаторы. Чеченец сидит там молодой какой-нибудь, и там на чеченцев гонят. Он, ах, ты на чеченцев, и давай тогда на ингушей всех говорить. Уже как бы у него есть возможность, да, говорить, потому что он же на всех чеченцев говорит. Та с той стороны сидит ингуш, смотрит, тоже молодой, горячий. Ах, он же не конкретно про ингуша говорит, он же про всех, значит, и про меня.
И давай тогда на всех чеченцев. И из этого получается каша. А эта каша делается для того, чтобы мы друг от друга перевели стрелки, друг на друга перевели стрелки и на наши основные проблемы, да, вот эта власть, которая грабит, убивает, да, если бы эта власть, допустим, она бы не грабила бы хотя бы, да, получалось бы, что она такая, вся такая за народ, да, она убивает людей, которые там хотят расшатать эту стабильность, но она не грабит, она честная, справедливая, тогда да, тогда можно было понять. Но они-то убивают нас за то, что мы там против них выступаем, и еще грабят. И значит, они не за народ, а за бабки они. Они хотят быть аристократией нашей, понимаете? В 21 веке, когда здесь, например, канцлеры и там мэры ездят на велосипеде на работу, мы будем сидеть как дикие, короче, племена, как всю жизнь на Руси было холопами, а они дворянами. Нет. У нас, когда у них был настоящий царь, который потом шел в мире, признавался как царем, у нас не было царей и знати. И более у нас не будет час. Они глубоко ошибаются. И нас хотят отвести от них, потому что самый главный враг это Путин и Кремль. Вот нас хотят от этого отвести. Вот эту систему они хотят, чтобы она осталась нерушимой. Короче, вот так вот, ребят. Вы все это знаете без меня, поэтому я снова и снова не буду повторяться. Так, перелистаем. Так. Война 2018. Ассаламу алейкум, Асан. Что, Аслан, ты смотрел видео отчет Ассамблеи чеченцев в Европе? Если да, что можешь сказать по поводу этого мероприятия? Ничего не принимается. Выскажи ничего не принимается. Выскажи развернутое свое мнение, Баркал. Валейкум салам, война. В войнах я ничего раз не принимается, я скажу, что я не все это смотрел, так отрывками посмотрел, где там было, но я ничего, вот, ничего не могу сказать по этому поводу, реально. Ну, собрались, ну, правильно собрались, хорошо собрались. К чему пришли, я не знаю, к чему они пришли. Я не за то, чтобы раскачивать какую-то власть. У нас есть одна власть. Давайте ее не будем там трогать и оставить. Давайте создавать гражданское общество. Я по себе сужу. Мне ничего не нужно. Абсолютно. Как только моя страна станет деоккупирована, честное слово, я своей адвокатской работой всегда заработаю себе кусок хлеба. И это моя работа. Я люблю спорить, доказывать, защищать. Это мое. Но при всем при этом и масса других способов будет заработать, да, денег, когда мы будем жить в свободной стране. Но вот претендовать на власть, и вот я по себе сужу. Если я ничего не хочу, у меня есть амбиции, я никого не считаю выше себя, я никого не считаю там лучше, ну, себя, по крайней мере, не считаю тупее, глупее, хуже, ниже и так далее. Никого. У меня есть свое чувство собственного достоинства. Но при всем при этом я понимаю, что ну, какая у меня первичная цель? Власть или слыть, да? Не быть, а слыть. Есть такое выражение, да, в русском языке. Стараются не быть, а слыть. Вот куда лезть кому-либо? Я не их имею в виду конкретно. Я имею в виду вообще. Есть власть, давайте создавать работы, море. Ребят, я 25 часов в сутки работаю над этим. Честное слово, мне не хватает ни сна, ни отдыха, ни бытовых своих каких-то дел, ни другого дела. Даже тот же немецкий у меня остается, немецкий язык на втором плане. Давайте присоединяйтесь, каждый на месте, открывайте фронт работы, работайте, доносите. Ну а так, все, это, конечно, хорошо для кого-то, для чего-то, эго, но ничего хорошего для того, чтобы право чеченцев в защиту, помочь чеченцам, я не вижу. У нас правозащитой занимаются там не
неквалифицированные люди, вообще не понимающие, чем они занимаются. Это жизни людей. Это люди там попадают, расстаются. Юриспруденция не набираются. Ну и так далее, и так далее. Журналистикой не занимаются те, кто должен этим заниматься. Занимаются там, вот как я, например, дилетанты. Ну, настоящие профессиональные журналисты должны заниматься журналистикой. Юристы юриспруденцией и так далее. Так что вот так вот. Пенек московский, как обычно, ассалам алейкум, задонатил, дался адоль, терпения и сил тебе, брат. Дерес хуль, пенек московский. Так, я опять пропустил все вопросы. Кто хочет задавать вопрос, чтобы его увидели обязательно, без обид, чтобы было, да. Есть суперчат, вот как пенек московский. 1 рубль, там сколько хотите, если, чтобы я увидел просто, если для этого вам надо. Так, Аслан, дерзкий 222. Минкайл Эсмурзиев, Дерес Хильхон, Мокшдуйшу. Это не мне. Так, что ты думаешь, Кадыров уйдет куда-то никогда, он шайтан. Давид Крикеров. Конечно уйдет, куда он денется. Так, пенек московский, на карту боев. Так, пенек московский, записано. Вот всегда пишите на карту боев, всегда пишите, дался доль. Кстати говоря, мне нужна информация конкретно по боестолкновениям. Ребят, давайте собираться, не только лайки ставить, не только распространять видео. Давайте работать, собирайте информацию. Нужна работа. От меня эти программисты, которые уже взялись, делают все это, сказали, за очень дешево все сделают, качественно сделают. Эти люди ждут от меня информацию. И у меня, клянусь, у меня физически не хватает сил все это делать, честное слово. Я вырубаюсь, просыпаюсь, и как робот там что-то, как-то, и опять. Поэтому мне нужна помощь. Еще надо что-то пытаться думать. А когда ты не выспавшись, не уставший, вообще думать уже и не очень хорошо получается. Так, голос Чечни. Когда ты перебрался в Европу, а зачем ты же работал в Москве адвокатом? Почему ты перебрался в Германию? Голос, я уже отвечал на этот вопрос. Так, Анзорино, кто справедлив, тому неведом страх. Ну, как сказать. Купер 9999. Чеченцы никогда не были в составе никакой страны. Чечня всегда была независимой. Да, она была оккупирована. Мы никогда добровольно не ходили никуда. Аслан, почему разделили чеченцев и ингушей без референдума? У народа не спросили. Это ведь не по закону. Ну, на тот период так руководство, там был парламент и президент Ингушетии. По-моему, он тогда еще не был президентом, но представители Ингушетии так решили. Соответственно, так решили, так захотели представители ингушей. Мы этому не возражали. Так, Артем Сизов, назови свои самые известные судебные дела. Интересна твоя практика. Ну, если самые известные, да, то в интернете можно найти их. Да. Если они известные, то, соответственно, они попадали в интернет. Там есть некоторые дела, в которых я участвовал. Можете забить и посмотреть. Моя фамилия Арцуев. Зовут Аслан. Так, Кира Яката. Аслан, Саваш, завтра будет перевод на французский насчет текста, который ты опубликовал до Алмула. До Алмула. Дерес хуль Кира Якута. Мне на немецкий очень быстро перевели. Если ты смотришь, брат, огромная тебе благодарность. Просто быстро, четко и просто. И тому, кто потом это все мне сделал ролик. Так, Супер Бэтмен, это вы правильно говорите, дядя Стан, то, что в Москве все по красоте, а регионы загибаются. Но как сказал ваш собеседник с Костромы,
Мы народ простой, нам до этого дела нет. Нам скажут, мы пойдем в атаку. Да, Супер Бэтмен, да, да. К сожалению, это так. К сожалению, к большому сожалению. Да, я не знаю. Это печально, Супер Бэтмен, это печально. Даже не столько за русских, хотя за них тоже обидно. За себя обидно. Нам же не дают жить. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, Абдуллах салам. Аслан дерзкий. Закаевый, Ладулу, Шварцо. Скоро будет, Закаевым интервью скоро будет. Я недавно разговаривал с Закаевым и напомнил ему о том, что он мне обещал интервью. Он сказал, пока он очень загружен, и как бы я ничего не могу поделать. Да, мое дело журналиста интервьюировать человека, если он дает на это согласие. Поэтому как он будет готов, он подтвердил, что он будет готов, оно будет. Поэтому все будет отлично, парни. Услышим мы Закаева, я ему сказал, я буду тебе задавать жесткие вопросы, Ахмед, потому что мне задают жесткие вопросы, я буду тоже задавать, я буду объективен. Поэтому для меня важно, чтобы все было честно. Я не за Закаева, как за человека, я за наше государство. Так, салам Ашал, глубоко oturttu, ночью борцу. Ва алейкум салам Ашал, глубоко oturttu. Приветствую, Катариурт. Я давно не был ни с кем, к сожалению, уже давно не поддерживаю отношения, но вспоминаю молодость, когда я бывал в Катариурте. Седана Дарова, Аслам, ломаешь стереотип чеченца не до политика. До сих пор все было неправильно, начиная от генерала армии и заканчивая необразованным плутом. Воспитаем ли мы толерана в нашем обществе? Я не знаю, о ком ты говоришь, Седана, по поводу генерала армии. Дудаев не был генерал армии, но, если ты о нем, но Джагар Дудаев был в 1000 раз достойней многих, в том числе и меня. Как чеченцы могут жить в России, говорит Икар Микеладзе, после всего, что Россия сделала чеченцам. А где нам жить? Где нам жить? Вам хорошо, грузины, вы вырвались в свое время. Да, и благодаря, между прочим, нам вы вырвались. Пока Россия увязла с нами, хотя она с вами тоже попробовала, но понимая, что лучше взять чуть-чуть с вас, а потом уже подойти уже, захватив нас, она увязла. Да, как сказал Джахар Дудаев, идет, говорит, этот муравей, его спрашивают, муравей, есть такой раненый, муравей, что с тобой случилось? Да вот, говорит, хотел сверчка отведать, да, он думал, сверчок, да на окурок нарвался, говорит, тот пострадал, вот точно так же. Чуть-чуть они не рассчитали свои силы с нами, и самое интересное, еще далеко все не закончилось, и никогда не закончится, пока они не уберутся с нашей страны. Поэтому вам хорошо, грузины, учить нас. Сейчас хорошо. Но ничего, скоро мы тоже будем, как вы, свободными. Так, Эдуард Мамедов, салам, Асан. У меня есть вопросы личного характера. Я живу в США уже 22 года, но не в этом дело. Если вы можете списаться, мой e-mail и так далее, спасибо. Но у меня есть e-mail в описании. Эдуард, вы можете написать мне на e-mail. Я, отвечаю на e-mail. Можете в Инстаграме, тоже есть у меня Инстаграм, реалити, Аслан Арцуев, в Фейсбуке у меня есть. Кстати, группа вот я недавно создал, реалити, тоже Аслан Арцуев называется. В Фейсбуке я чаще бываю, поэтому мне удобнее общаться по Фейсбуку. Пишите, всегда рад общению, открыт всегда общению.
Ассалам алейкум. Бюздик Хейл Хаваш. Посоветуй страны для безопасной эвакуации из России для мусульманина. Ва алейкум салам, кризис. Ну, страны Европы, в принципе, я не могу, чтобы вот точно вам сказать, сейчас везде в связи с тем, что войны сейчас как бы в Чечне нет, и здесь многие вот эти кадыровские, путинские вот эти а, представители, да, эмиссары, эти эмиссары рассказывают, что у нас все хорошо, и поэтому нас очень плохо принимают. Поэтому, господа хорошие, нам надо самим все доказывать, доказывать. Этот вопрос, наше сегодняшнее положение, да, мы сегодня самый ущемленный в правах народ. Поэтому мы должны об этом говорить. Я сам не справляюсь, ребята, я хочу, чтобы вы об этом говорили. Мы все должны об этом говорить. Нужны факты. Я буду доносить, какие я смогу доносить. Давайте мне факты, говорите. Не бойтесь, не бойтесь, никто ничего не сделает. Ничего не будет. Ничего. Сахум дирдачун. Сахума дирдачун. Адхила дайлдинчуна удовали шаят. Виктор Орлов. Аслан, я слышал, что чеченцы бьют русских и крайне их не любят. Нормальное ли отношение к украинцам, Виктор Орлов? Вы ошибаетесь. Нет, конечно. Ну, русских бьют, наверное, за дело, когда что-то как-то. А украинцам у нас в последнее время, когда украинцы показали, что они настоящие свободные парни, мы уже увидели в них свое отражение. Поэтому к украинцам у нас особое отношение, конечно, да, в отношении даже всех других народов. Но при всем при этом и к русским тоже отличные отношения. И вот если вот вольный дух у вас зажегся бы побыстрее, то мы бы к вам также с уважением относились бы. К еще большим уважением, скажем так, относились бы. Сенатор А. Салам алейкум, брат. Как нам победить империю зла и освободиться от злодеяний тиранов? Очень непростой вопрос, ва алейкум салам, сенатора. Очень непростой. Но при всем при этом он имеет место быть, на существование. Мы обязательно победим Россию, обязательно. Вот вообще никаких сомнений нет. Но мы не победим ее вооруженными силами. Мы победим ее интеллектом, мы победим ее духом свободы, духом свободных людей. Мы должны русских заразить свободой. Вот понимаете, сказать русским, что быть свободным, быть настоящим свободным человеком намного выгоднее, лучше и так далее. Поэтому империя будет разрушена, империя перестанет существовать. Без этого ни украинцы, ни грузины, ни казахи, ни белорусы, ни Литва, Латвия, даже находясь в Евросоюзе, даже входя в НАТО, все равно они не в безопасности. И все люди понимают. Теперь наша задача просто доносить это. Наша задача в 1000 раз легче стала. Нохче, поймите наконец. 1000 раз. Все. Все, кто хочет высказывать свое мнение в Чечне, не высказывать. Выезжайте сюда и видите. Есть много образованных людей, много талантливых людей, много у которых есть что рассказать. Те же сотрудники разных органов, правоохранительных органов, так называемых правоохранительных. Я призываю вас всех выезжать и рассказывать. Вас здесь выслушают, вам здесь дадут позитив. Всячески мы здесь поможем. Если вы готовы, выезжайте, рассказывайте, доносите правду. Боритесь. Кто тут пропускает? Так, Эдуард Мамедов занадатил, спасибо. Пожалуйста, модераторы, вот этот голос Чечни, которого вы сейчас убрали, заблокируйте этого человека, это провокатор. Этого человека, будьте любезны, я его очень долго терпел, мы с ним переписывались, это провокатор. Так, спасибо за лайк, все, отлично. Отец Тихон, не Россию, а режим, который правит Россией. Совершенно верно, отец Тихон. Режим, имперский режим, КГБшный режим, который правит Россией. Этот режим должен быть осужден как нацизм.
Вот это должно быть, как когда СС был осужден, также ФСБ должно быть осуждено в Гаагском трибунале. Без этого это кажется невыполнимо, это кажется все сложно. Нет, это не сложно. Для этого имеются все основания, юридические основания есть. В первую очередь русские должны это все понимать и поднять это. Не против русских все идет. Идет против режима, которые русских же гнобят, грабят, убивают и так далее. Так что вот так вот. Так, пенек московский. Братья, давайте соберем на нормальный компьютер Аслану. Ему самому неудобно говорить об этом. Давайте поможем. Пенек московский, затонайте. Да, не, нормально, у меня планшет есть, компьютер у меня сейчас сломался. И здесь самое главное, его не делают. У меня сломалось зарядочное устройство. Ну, не само сломалось, тут есть кому ломать. Сломалось, короче. И вот, а там у меня просто гигабайты информации, очень мне нужно. И мне самое главное не делать. Выкидывай, говорит. Я говорю, да у меня там это, информация. Хотелось бы его восстановить, конечно. Так, дался Дойль. Так, я все перелистываю, братцы. Ассаламу алейкум, только смешное, говорит. Аслан, ассаламу алейкум. Саваш, бех мобили, жимти ависеса. Алейкум салам. Ничего страшного, главное, поставь лайк, купи билетик и заходи. Так, сейчас Россию правят мусульмане. Они оккупировали нашу, покиньте Россию и переедете на Украину. Жить мы не хотим с вами жить, говорит Иван Овчинников. Да, Иван Овчинников, мы оккупировали вашу страну, и теперь мы перенесем столицу, наш Джахар, и теперь вы будете, все бюджетные средства будут аккумулироваться в Джахаре, и вы будете приезжать и просить, дайте, уважаемые чечены, нам денег на нашу там Брянскую область. Да. Жинксенг, самый ущемленный народ, говорит, чувак, ты хорошо оглянись по миру, не надо оправдываться, даже если скажешь, что я не прав. Я прав, и Россию вы никогда не победите, ни умом, ни силой. Сам ты чувак, Жинксенг. Ёкарный бабай, Аслан, отводи, ребят, пожалею донаты. Ребят, мне ничего, это у меня зависло. Сулхан Кариали. Русских надо проучить, как немцев и японцев. Привет из Грузии. Привет, Грузия. Алейкум салам. Модер, почему лайк не проходит? Говорит Куба А. Да, совершенно верно. Куба, лайки скручиваются. Нас заметили, ребят. Нас заметили. Теперь будут мочить по всем фронтам. Сенат мой, я думаю, империя зла не разрушена. СНГ это тот же самый СССР, только отдел на голову маску демократа, чтобы обмануть западные страны. Все президенты СНГ фактически ставленники Кремля. Да, все, не Кремля, а КГБ, скажем так, да. Лубянки чуть-чуть рядом, ну, там же, ну, чуть-чуть сбоку, короче. Лубянки. Все тот же Алиев в Азербайджане был, Грузии, Шеварнадзе был. Грузинам повезло, Саакашвили там попался им. Он их там вывел из этого болота. Кто там, в Казахстане тот же Назарбаев, в Украине все время сидели Кравчук, там кто у них еще был. Сейчас Украина тоже уже с кровью выхаркивает этот свой совок из себя. Так, Априм, Аслан, что ты думаешь о том, что происходит в Китае по отношению к мусульманам? Я считаю, идет нарушение прав, массовое нарушение прав. Вроде массовых убийств нету, чтобы это можно было назвать геноцидом, но нарушение массовых прав идет. И мы, конечно, это должны все учитывать и всегда призывать власти Китая соблюдать права. И не только мусульман, но сейчас на сегодняшний день ущемляются только мусульмане. Поэтому должны призывать все власти всех стран быть в рамках международного права и соблюдать права человека. Степной волк. Аслан, почему украинские политики сотрудничают, когда штаты сами в грязи погрязли? С кем сотрудничают, Степной волк? Иван Овчинников, чеченцы, заберите гастарбайтеров своих единоверцев, они тоже нам надоели, кормите их сами.
Иван Овчинников, хватит свои вот эти шовинистские, вот эти расистские вот эти свои высказывания тут, а то забаним. Гастарбайтеры, они вам дела делают, и, не без, и, кстати говоря, за мизер работают, да, вы им не бесплатно их кормите, да, никаких там льгот у вас, там социальной помощи для беженцев или гастарбайтеров у вас нет, поэтому, если что, вот этого Ивана Овчинникова, господа модераторы, можете его отправить, если он еще раз такое выкинет, свое вот это, вылазит вот это фашиство из него. Ёкарный бабай, Аслан, почему некоторые недалекие люди пытаются перевести вопрос о независимости нашей нации в плоскость борьбы все мусульман с каким-то кафирами и ряженками? Объясним, что нам нужен даймох, а не... Да, ёкарный бабай, я уже объяснял, я уже не знаю, что им делать. Они мне выносят такфир, отлучают меня от мечети, от ислама, короче говоря. Так, Лапа Лапуч, я пропускаю его вопрос, поэтому надо сейчас ответить. Аслан, вы уже 4-й раз пропускаете мой вопрос. Он вам неудобен, может все-таки ответьте мне. Пожалуйста, Лапа Лапуч. Вместо того, чтобы вот это все писать, вы повторили бы вопрос. Я бы, наверное, смог бы вам ответить. Понимаете? Так, Аслан, что вы думаете по поводу журналистика Бабченко? Эдуард Мамедов спрашивает. Эдуард Мамедов, я считаю Бабченко человек, который принимал участие в 2 войнах. Первый раз его, запустим, насильно, да, срочником забрали. Второй раз он был наемником. Он в моей стране был наемником. И для того, чтобы не освободить себя от статьи наемничества, выступая в Америке в прошлом году, в Нью-Йорке, его пригласили как суперспециалиста по чеченцам. Я не знаю, почему по Чечне специалистов называют наших убийц. Да елки-палки, да, можно хотя бы, если вы нас так ненавидите, там, да, кто хочет вызвать, но нам слова никто не дает, нам надо прорываться к этому слову, мы уже привыкли. То можно хотя бы не нашего убийцу вызывать и выводить на сцену и слушать. И этот Бабченко сказал, что он там такое видел, такое ужасное, но что это была война внутри страны. Я так понимаю, если он, конечно, не агент КГБ, там, внедренный в Украину, то он это сказал для того, чтобы не быть наемником. Да? Юридически в чужой стране он квалифицируется как наемник. Это так и есть. Он юридически он квалифицируется как наемник. И для того, чтобы убивал нас, добровольно во Вторую войну. И после этого, вроде бы осознавший человек, вместо того, чтобы отдать нам наше право признать свою вину, он сравнивает с Миннесотой. По-моему, Миннесота сказал. Сейчас я не помню точно, ну, на М какой-то штат американский. Он говорит, ну, это как будто ваша Миннесота. А Миннесота, если я не ошибаюсь, это рабовладельческий строй. И для американцев прекрасно понятно, что это за штат. Кем он, потому что американцы свою историю знают. И вот он нас рассказывает, что это рабовладельческий строй, где там негров, чернокожих массово там порабощали, убивали, продавали. И он сравнивает это. Этот человек потом рассказывает, какой он там осознавший и желает там Украине свободу. Странно. Для меня это странно. Как минимум странно. И поэтому я считаю, что Бабченко надо по православной традиции, да, по православной христианской традиции стать на колени перед теми чеченцами, которые там воюют, или вообще другие чеченцы, которых он убивал. Потом он в Грузию поехал убивать. И попросить прощения. Если у него хватит мужества по своей христианской традиции вот так перед нами извиниться, я уверяю вас, что мы его простим, и мы будем ему лучшими друзьями. А если нет, ну, извиняйте. Вот так. Вот такое мнение у меня о товарище Бабченко, который почему-то сейчас топит за Украину. Так, Элд затонатил. Элд, я не знаю, кто ты по национальности, но если по-чеченски Беркл, это спасибо. Беркл Элд. Так, он опять задонатил. Без вопроса. Ну, хотя бы задавай вопрос. Беркл Элд.
Так, Али Босс, Аслан, когда будете в чат рулетки? Я вот вчера, по-моему, позавчера записал, а, парочку там общений у меня было. И я вот, наверное, завтра выложу. Я сейчас занимаюсь там одним роликом. Очень хороший у меня текст есть. Поэтому текст я делаю сейчас ролик. И я думаю, вам понравится. И потом, может быть, завтра когда-нибудь. Тоже это все монтировать надо. Времени катастрофически не хватает. Так, maybe. Аслан, в Чечне от родителей требуют написать заявление по поводу изучения чеченского языка. Как бы дать разрешение на изучение родного языка? Что вы думаете по этому поводу? Да, я знаю, что язык ущемляется. И, кстати говоря, Всемирной организацией ЮНЕСКО чеченский язык признан, чеченцы, на минутку, признан как исчезающим языком. Понимаете? Поэтому мы должны наш язык изучать. У нас много есть дел, которые мы должны. Мы, например, должны сделать программу, чтобы, вот, например, как Google переводчик был на чеченском языке. У нас этого нет. Например, та же Word, да, вводишь где-то там, ошибка у тебя подписывается. Это тоже на чеченском языке. Для этого нужны деньги. Все там наши состоятельные друзья, ну, наши сограждане, или может они россияне, но являются этнически чеченцами, им бы неплохо было бы инвестировать в это дело. И я, кстати, могу порекомендовать вам человека, который этим усиленно занимается, программа, все готово, просто нужны инвестиции. Поэтому предлагаю, господа, спасать умирающий чеченский язык. Чечню и Ингушетию и жить всем как один народ. Вместе мы сильнее, чем по отдельности. Что вы думаете по этому поводу? Спасибо за ответ. Я, конечно же, как говорил Абдурахманов Тарханов, мы принадлежим, и в том числе и грузины, принадлежим кавказской нации. В общем, да, как европейцы тут называются, хотя между собой воевали много европейцы, много крови друг друга пролили, но сейчас они все называются европейцами, хотя мы тоже европейцы, но к ним мы как бы не относимся, там страны Евросоюза. Также мы есть кавказская нация. Но при этом Грузия это отдельное государство. Чечня, Ичкерия это отдельное государство. Дагестан и Ингушетия пока входят в Россию. Поэтому этот вопрос должен быть урегулирован с юридической стороны. Но, конечно же, мы должны стать единым Кавказом. Я думаю, к этому мы придем. Мы должны вот на это рассчитывать, потому что вместе мы исторически 1000 лет, там сотни лет живем вместе, и поэтому нам надо прийти к этому, конечно же. Ну, соблюдая все юридические нормы. Так, я пропускаю много вопросов, господа, так что вы извините. Так. Алт, Нохчи на карту боев. Так, все принято, Нохчи. Дался доль. Так, Кира Якат Аслан говорит истину и правду. Правдолюб, из-за этого она страгивает сердце породнишних и чеченских людей. Порядочных и честных людей. Ну, я стараюсь. Так, Ахмад не сила. Бабченко такой же убийца, как и многие наемники. Если он лежит Украины, то он нормальный. Нет, это не должно так быть. Но я не знаю, господа. Так, где дедусик? Тут кто-то приветствует дедусика, я не вижу его. Дедусик, ну как ты там? Как вылазка? Не буду тебя выдавать. Я надеюсь, все нормально. Я, в принципе, в тебе не сомневаюсь. Так, Вольф Тир. Аслан, ассаламу алейкум. Как можно с тобой видеться? Я сам очень осторожный парень, и на это у меня есть повод. Я доверяю тебе и хотел бы с тобой свидеться. Вольф Тим, ва алейкум салам. Осторожность это хорошо в наше время, да, конечно, я призываю всех всегда, у меня в описании всегда я напоминаю это, всегда сохраняйте безопасность. О вашей безопасности можете беспокоиться только вы. Поэтому, когда свидится, ну не знаю,
пиши и пообщаемся. Так, кризис. Аслан, почему вы уверены в том, что мы заберем свою страну? Кризис, кризис, что ты имеешь в виду? Чью нашу? Ну, ты имеешь в виду нашу чеченскую страну? Ну, конечно, заберем. Куда мы денемся? Конечно, заберем. Еще спросим. Иншаллах. В этом нет ни капли сомнения. Кто не лайкнул? Макс Акмурза говорит, кто не лайкнул, тот москаль. Да-да, кстати, кто не лайкнул, тот москаль, но это не касается жителям Чечении. Для всякой безопасности не лайкайте. Так, Ким 17816. Аслан, ассаламу алейкум. Знаете что-нибудь о подробностях гибели Джохара Дудаева? Ну, то, что всем известно, я знаю, что он разговаривал по телефону с Боровым, и была опущена ракета, он погиб. Так, кризис. Аслан, почему вы уверены в том, что мы заберем свою страну? Свою, я не понял еще раз. Если ты про нашу с тобой Ичкерию, если ты ичкериец, если ты чеченец, то, конечно, мы заберем. Сенатор А. Бабченко это агент КГБ. Также Гордон, он же КГБ, он же агент Кучма, он же Дуримар. Кстати, главный КГБ в Украине это Кучма. Ну, не знаю за счет Кучмы, но если Бабченко КГБ, ну, может быть ГРУ, хотя и может и КГБ, но я не знаю. Ну, я не слышал от Бабченко открыто, публично, не то, что на коленях извинений, я не слышал даже таких, что искренних, честных, что осознал, понял, убивал вольных, невинных женщин, детей. Поэтому Бабченко пока остается за бортом. Так, Амир Нальгиев. Да, если честно, было бы отлично создать союз республик наподобие европейского. Обязательно это будет. Обязательно, Амир Нальгиев. Но мы должны это четко представить себе, четко идти к этой цели. И только тогда мы придем. Так, Ингуш 06. Ингуши на этом митинге и так требуют пригородный район. Аслан Арстхой это кто? Твое мнение. Арстхой это тейп. Мое мнение. Вольф Тир. Аслан, я даже завтра могу приехать в Гамбург. Ну скажи, брат, как можно нам с тобой видеться? Вольф Тир, давай мы с тобой спишемся, пообщаемся. Хорошо? Я тоже осторожный человек. И у меня тут... скажем так, не все так просто. Принц 95. Распрямат, аимшляцию. Говорит, я уже русский язык выучил, говорит. Учу тут, говорит, общаюсь. Правильно, принц, у тебя, смотри, 95-й регион, у тебя русский этот регион. Флаг у тебя русский стоит на аватарке, и ты не знаешь чеченский язык. Это как это? Так не пойдет. Аслан Саваш Лерлула, говорит, Киря Яката. Аслан говорит, брат, будь осторожен. Все в руках Всевышнего. Я не думаю, что мне в данный момент угрожает какая-либо опасность. У меня здесь все нормально. Да, мула. Ну, а так, ну что нам? Тому, чему быть, того не миновать. Аж твой чей тейп, говорит. Тейп голга или ногчи тейп? Аслан спрашивает. Ингуш. Это и тейп, который причисляет себя к чеченцам, я знаю арстхоевца, мой друг арстхоевец, и есть такие, которые причисляют себя ингушам. Смотрите, ну ладно, эти сейчас национальные вопросы, мы все один народ, все, мы нахи. Так, ну может быть, Дудай Олазур, Арстхой не тэп, говорит, ну вот я думаю, мой товарищ, мой друг не согласится, что это не тэп. Аслан, ты за кого из выбиралов? Не понял.
Эдуард Мамедов, я с вами полностью согласен по поводу объединения Кавказа. Да, Эдуард Мамедов, нам это не избежать, нам это нужно сделать. Мы должны стать четкой единицей в этом политическом мировом пространстве. И я уверен, в этом нам помогут наши партнеры, наши друзья, наши союзники, американцы, которые много нам помогали, до сих пор помогают. И я уверен, они нам еще протянут руку помощи, которой нуждаемся, и все будет у нас отлично. Так. Степной волк. Аслан, почему в Германии немцы в последнее время негативно относятся? Я уже 2 года воюю с ними, хоть и никогда ничего не делал и не обижал. Но, Степной волк, потому что мы являемся народом, который неплохо, ну, который не защищает свои права. Так, где у нас потерялся? Так, весь именно, Аслан, ты подкачан, мой друг. Это не важно. Так, Саша Мюллер, ты жил в Грузии, ты знаешь, как они относятся к нам? В 2000 году у них уходили газеты, что они печатали статьи и карты, где вся Чечня входила в состав Грузии. О боже мой, Саша Мюллер, какой ужас! Какая-то газетенка напечатала, что мы уходим в состав Грузии. Я был в Грузии. Я был в Грузии через какое-то время после того, как была в Грузии русско-грузинская война. Я прилетел в аэропорт, это был 9-й год, по-моему. И я открыто там, грузины, таксисты были, я вышел такси, я сказал, я чеченец. Они мне начали за Имадаева говорить. Я сказал, извините, господа, но этот Имадаев убивает чеченцев так же, как убивал, пришел вас убивать. Это российский солдат, российский офицер. К нам он не имеет никакого отношения. Я к вам пришел с миром. И честное слово, меня грузины все руку мне пожали, и никаких проблем не было. Это было на тот период, когда вот у них только война вот это была 8-го года. Так, Нохчинов. Аслан, как ты думаешь, разве у Германии нет разведки? Они в курсе того, что творится в Рашке? Конечно, они в курсе, что творится в Рашке. Конечно. Но другое дело, что обладает разведка, другое дело то, что нужно государству Германии. Понимаете? И нет такого. Сидит политик, это же не как в России. Это в России все политики, агенты КГБ. Абсолютно все. Или действующие сотрудники, как президент Путин, и там эти Ивановы, там Сечины и так далее. И все. А остальные, а здесь не так. И политик, он как свободный человек, он говорит, ну мне выгоднее провести Nord Stream 2, допустим, газовый этот. Ему говорят, да вы что, там же, они же на Украину напали, они же там это делали, там то, все. Нет, это интересы нашего государства. Я преследую это интерес нашего государства. И самое главное, почему они так себя? Потому что мы молчим. Ничьей вины в этом нет. В первую очередь, есть, конечно, вина, в первую очередь это наша вина. Мы должны доносить. Нас убивают. На митинг выходишь дома, людей током пытают. Это они не верят даже в это, понимаете? Это мы должны доносить. Я, например, этим занимаюсь. Я не знаю, кто чем занимается. Я все время посвящаю этому. Как вы видите, даже ролики мне ребята переводят. Спасибо им большое. Поэтому мы должны доносить до людей. Здесь работает, здесь реально закон работает. Здесь реально права человека защищаются. Германия супер страна. Немцы супер люди. Просто надо донести. До журналистов доносите. Отказывают вам, иди говорят. Разворачивайтесь, идете в другое место, заходите с той стороны и опять доносите. А как по-другому? Надо занять свою нишу, надо иметь свои правозащитные организации, чтобы ты позвонил и уже делали. Для этого нужно нам брать грамотных людей,
финансировать этих грамотных людей, поддерживать их. Вот я, например, вас завтра позову на митинг, например, здесь в Гамбурге. Сколько человек сюда приедет? Я скажу, давайте соберем на карту, да показать место боев. Это она для всех эта карта будет, для нашей истории будет. Мы сможем показать тем же немцам, смотрите, вот здесь было массовое убийство, вот здесь было боестолкновение, вот здесь это было. Мы не собираем даже для этого денег. Я понимаю, что не у всех нет. Кто-то может там 10 евро дать, кто-то может там 10 тысяч евро дать. Те, кто 10 тысяч евро дают, такие тоже люди, но их нет. На митинг выйти нет. Вот с такими бородами сидят, пойдем на митинг. Да, нет, я не могу там. Я, значит, могу. Значит, у меня, значит, нету, я на дереве вырос, у меня нету ни родственников, никого, а у него есть родственники. Мне надо домой поехать, кто-то говорит. А вы думаете, я не хочу ездить домой? Я тоже хочу ездить домой. Ну а что делать? Смириться с этим, согласиться, да, все, геноцид забыли, родину забыли, продали родину, 25 лет пота, крови, усилий умов наших лучших сынов. Мы похоронили и все. Я с этим не согласен, господа. Поэтому призываю делать то же самое. Ким 17816. Спасибо за ответ, Асан. Есть разговор, что именно этот звонок подсветил ФСБ местонахождение по Путину, по спутнику местонахождения Дудаева. Но есть также разговор, что это был не единственный звонок. Ну, может быть, я не знаю. За границей нам поможет. Мы сами себе, Дудаев Алгазу, только мы сами себе поможем. Жора Майер, Бамут Сила, это точно, Бамут Сила. Камал Сугаипов, Аслан, гражданство, Гудич, Локуза. Гражданство Германии, спрашивает Камал Сагаипов, когда, ну, получается, 8 лет надо прожить, не нарушая там, сейчас ужесточили все, не нарушая, все как положено проживаешь, 8 лет сдаешь экзамен, там как на язык, историю и имеется. Так, Ева Грин, Амир, не сравнивай Аслана, так. Ассаламу алейкум, их бин Мухаммад. Дал атту бойл вай дикчуман эрвальчун бусобнех. Аллаху акбар. Ва алейкум салам, их бин Мухаммад. Вольфтир, Аслан, ты молодец, я поддерживаю тебя во всем. Я бы написал бы тебе свой номер Хенди, но я не хочу это сюда написать. Брат, скажи мне, пожалуйста, где я тебе могу написать свой номер телефона. Можешь написать мне Инстаграм, можешь написать мне Фейсбук, можешь написать мне на e-mail. Это все имеется в описании. Ассаламу алейкум. Перевод на английский готов. Динарк. Ва алейкум салам. Дел рейс хуйлон. Дел шиду адуэль. Это нам очень важно. Большое спасибо. Вот, видите, ребят, немецкий язык мне переводят вот так. Французский у меня будет завтра. Английский мне вот уже перевели. Видите, значит, я не зря все делаю. Значит, мы организовываемся. Правильно? Это не мне нужно. Мне это нужно. Но это не только мне одному нужно. Это нужно всем. И еще в первую очередь нужно тем, кто не может свои права защищать, не умеет их защищать. Мы должны это делать. Мы должны доносить наше мнение. Делрейс хуйлон, Динарк. Так, кризис. Аслан, правда, что телефон в Чечне проверяется? Кризис. Конечно, правда. Конечно. Телефоны это сразу же проверяются. Люди подвергаются пыткам, убийствам, унижениям, оскорблениям. Знаете, в Чечне говорят, полицейские сами, ну, эти коллаборанты, которые сотрудничают, работают на оккупантов, они говорят, раньше как было, говорит, приводишь, приходилось бить током. Сейчас приводят, уже бить не надо, человек все сам рассказывает. Потому что народ уже доведен, в ужасе находится. Понимаете? И только находящиеся здесь мы можем подать этот голос. Потому что это не закончится на этом. Сейчас побили, запытали, и все, и зажили. Нет, будет только хуже. Понимаете? Если мы будем молчать. Мы не должны молчать. Убьют меня, это вполне допускается. Я это не исключаю, это большой долей вероятности может произойти. Вы должны выйти, и следующий должен сесть. Сейчас уже должен кто-то сесть и начать говорить. Я буду его раскручивать как могу, кто хочет. Ну, понимая, на что он идет.
Мы же знаем, на что мы идем. Мы на войне. Нас будут убивают. Мы продолжаем вести свое дело. Конечно, проверяют. Телефоны проверяются. Пытают током. Забирают, убивают. Приносят родителям, бросают перед отцом и говорят, не ставьте тезет, ну, похороны. Быстренько закопайте его. И обижают, называют этих людей нетрадиционными, там, так-сяк, чтобы унизить еще этого человека, плюс после его смерти. Так, Макс Гартен. На самом деле имперская Россия идет к своему логическому завершению, развалу. И предложить ей миру и региону уже давно нечего, кроме войны и насилия. Очередной ошибки, как с Ельциным, мы не допустим. Совершенно верно, Макс Гартнер, совершенно верно. Ты очень часто говоришь очень правильные вещи, очень мудрые вещи. Совершенно верно. Идет к логическому завершению. И мы, чеченцы, будем использоваться как исламский фактор, и нами пугают. Покажите, что мы никакие не радикалы, понимаете? Это ты знаешь, что ты не радикал. Но они-то этого не знают. Ты удивляешься, они же не знают. Ну, и надо показать, надо им донести, что мы не радикалы, мы абсолютно толерантны, относимся терпимо ко всем. Понимаете, братья? Лапа Лапуч. Аслан, часто слышу от чеченцев, что дагестанцы предали их в двух войнах. Лично я помню, что у нас жили чеченцы, которых приютил мой отец. Объясни мне, почему чеченцы так считают, для меня это важно. Ну, дагестанцы нас не предали, дагестанцы воевали, очень много воевали за нас. За нас. Потом, когда Дока объявил Имарат Кавказ, уже как бы за Имарат они воевали. Когда еще не было никакого Имарата, только за Ичкерию дагестанцы воевали. Тысяча. Я помню, Раббани Халилов тогда говорит, да благословит то, дай Аллах, чтобы он был в раю. Он сказал, что, по-моему, если 1000 было. Из Дагестана. Может, это были и чеченцы из Дагестана, или же там он имел в виду дагестанцы, я не знаю. Но это не важно. Никто никого не предал. Конечно, было бы хорошо, если Дагестан весь народ поднялся бы. Кабардинцы поднялись, карачаевцы поднялись, татары поднялись, башкиры поднялись, когда мы воевали. И не надо было воевать. Выйти митинг, сказать, все, имперская рашка, иди к черту. Вот это не сказали. Поэтому украинцы тоже тогда должны были, хоть и жили отдельно. Вот сейчас украинцы говорят, мы тогда не думали. Так что вот так вот. Хаджан Астрадин. Аслан, посмотри интервью уйгурских беженцев в Ютубе. По мне это полный геноцид. Хаджан от интервью. Хадж от интервью. Говорит, посмотри про интервью уйгурских беженцев. Я не смотрел. Посмотрю. Ну, я вполне допускаю, конечно, геноцид это может быть. Так, я перелистываю, господа. Кто хочет задать вопрос, можете воспользоваться суперчатом. Тракторист. Аслан, ассаламу алейкум. Нужен испанский перевод или только в моде английский, французский, немецкий? Почему же? Если у тебя есть такая возможность, переводи на французский, на испанский. Конечно, Испания это, по-моему, второй язык в мире по количеству. Будем распространять. Переводим и распространяем. Переводим и распространяем. Так, нас смотрит 471 человек. Так, Ёкарный Бабай. Аслан, некий блогер-чеченец на мой вопрос о том, что чеченцы воевали за Даймох, в том числе мои дяди, ответил, что если они воевали за Даймох, они шарят, то они в аду горят. Надо прекратить. Ну, эти бредни, короче, уже не надоели. Надоели. Я уже не могу просто на это реагировать спокойно. Так. Кризис. Могу на русский перевести. Есть на русский. Я на русском и я могу. На русском любой дурак может. Так, Бен Ашур, повлияет ли задержание Джулиана Ассанжа на внешнюю политику? Не могу сказать. Джулиан Ассанж был обманут, наверное, вот этой ГБшной вот этой пропагандой, что внутри Америки есть люди, которые недовольны вот этой демократией, что они воюют там, в том же, например, Ирак пошли воевать, найдя какой-то там этот химические, там, бактериологическое оружие. В Афганистан напали, обвинив, что дома взорвали там
Усама бен Ладен. Из-за одного человека якобы как бы напали на всю страну и так далее. И Ассанж был недоволен, да, и есть люди, которые недовольны, и я недоволен некоторыми вещами, то, что делает политика Соединенных Штатов. Но Ассанж начал сотрудничать, как говорят американцы, с русскими, с КГБ. Хуже просто на сегодняшний день в мире ничего нет, кроме кровавой гибни. И вот он сотрудничает с КГБ, вот результат. Слил информацию своей страны гибне. Может за деньги, может там из идейных соображений. Так, Вольфтир, Аслан, я хочу написать тебе в Инстаграм, ну где твой Инстаграм? Бех мобилла, савош, сунхар интернет, дикция. У меня в описании есть и Инстаграм написан, и Фейсбук написан. Сенатора, так, это Амир Нальгиев, могу поискать людей, кто на арабский будет переводить. Ну, было бы отлично, Амир Нальгиев. Конечно, мы должны до арабов доносить. Арабский мир большой, мы должны это все доносить. Изгнание бездействовало все это время, раз не имеет даже средств на создание карты боев, а что они смогут предложить народу без пафоса? Салона, а что можешь ты предложить для своего народа, для своего правительства? Ничего, вот и все. Карта боев это моя идея, моя личная идея. Я ее придумал, и я ее пытаюсь реализовать. К правительству Ичкерии я не имею никакого отношения. Соответственно, я пытаюсь организовать гражданское общество, и мы хотим сделать все своими силами. Внеси свою лепту тогда. Критиковать все гораздо. Давай вноси. Что сделал это? Что сделал тот? Сделай ты что-нибудь. Gold War. Аслан, США напали на Ирак из-за того, что Ирак аннексировал Кувейт. Да, это было в первый раз, когда был Джордж Буш старший. А второй раз уже Кувейт был отвоеван. Мигарби Воруц. Ассаламу алейкум, Аслан. Украине бешвол том гейн берг эн хитион. Хит, мадер эльча хит. А он сказал, алейкум салам, он меня спрашивает, как ты думаешь, далеко ли зайдет война в Украине? Я считаю, что русские не отстанут и будет крупное столкновение. Так. Бунтарка Че, рискуя жизнью, ставлю лайк. Бунтарка Че, не рискуй. Не рискуй. Кто-нибудь переводите на турецкий, говорит. Вот тоже предложение. Макс Акмурза. Могу предложить свои услуги по переводам на английский. Владею в совершенстве. Супер. Нам английский очень нужен. Ребят, кто знает французский, немецкий, английский, испанский, пишите мне на e-mail. Пишите перевод немецкий, перевод французский, чтобы название было. И у меня много писем поступает. Я эти письма буду откладывать, и мы сможем переводить эти тексты, ну, переводить эти ролики. И мне тоже нужен, знаете, еще помощник, кто будет мои ролики, например, ну, вносить эти титры в ролик, кто чуть-чуть умеет делать ролики. Такие ребята тоже нужны, ребят. Поэтому давайте собираться, давайте все будем делать. И когда у нас все это будет, потому что один переводить, например, я отдал немецкий перевести, мне сразу же перевели. А завтра он работает, завтра он занят, завтра заболел, нужно другому дать. И поэтому одного человека чем не загружать, каждый по чуть-чуть, да, и это будет нетрудно нам всем. Аскер Зейнал, Аслан, я вчера послал тебе этот ролик, ты смотрел, чеченцы знают ли об этих архивных документах КГБ? Аскер Зейнал, ты имеешь в виду то, что армяне хотели заселить Чечню, когда нас выслали в 44-м. Я писал тебе по этому поводу.
я не верю никаким архивным этим КГБ и этому КГБшнику, российскому историку, в кавычках, так называемому, который говорит, что там, кто бы нас не хотел заселить, заселяли нас русскими. И соседи там с Дагестана были, и все. Поэтому, что бы там ни было, того, чего нет, на армян нам вешать не надо. Есть неправда. Я скажу и про азербайджанцев, и про чеченцев, и про армян, и про всех скажу. Ну, если нет, то давайте не будем. Дай e-mail, будь ласка. Макс Аксмурза. Мой e-mail находится в описании. reality.ichkeria@gmail.com. Ну, или вот посмотрите там, точно, чтобы не ошибиться, как пишется. Аслан, я могу перевести на русский, кумыкский, чеченский, немецкий, лапа, лапучин. Пиши мне тогда в этот. Кумыкский, чеченский не нужно. Думаю, достаточно это будет. Хотя можешь переводить, конечно, лишним не будет. Так. Чем? Так. Хватит кормить Кавказ, говорит Венга. Венга Лайв. Полностью согласен. Не кормите. Убирайтесь с нашего Кавказа. Чтобы только ваши пятки сверкали. Это мы вас кормим. Давайте, валите с нашего Кавказа. Дякую, говорит. Ну вот. Так, у нас час 17 идет. Еще минут 15 пообщаемся, господа. Я смотрю, у вас уже комментарии заканчиваются. Поэтому надо закругляться. Так, кто-то мне звонит. Ну, не сейчас, извиняюсь, что не отвечаю. Так, Аслан, я готов пойти на митинг, говорит Ёкарный Бабай. Так, куда делся Ёкарный Бабай? Удалил митинг. Не идет. Ёкарный Бабай не идет на митинг. Хватит кормить Дырова, это правильно будет. А Кавказ никто не кормит, Сергей Суворов. Совершенно верно. И Путина хватит кормить, и Кадырова хватит кормить. Так, на татарский надо переводить? Не надо, все татары говорят по-русски. Достаточно то, что будет на русском. Так, Астан, что вы можете сказать о Богатыреве Бембулате? Албаков Тимур говорит. Я и Албаков Тимур, я не знаю, о ком речь. Я с этим человеком, ну, как бы, я не знаю. Первый раз слышу вот. Так, сенатора, России не нужно сильное государство на Кавказе. Это факт. Конечно. России не нужна сильная Европа, всяческими путями попытается развалить Европу. Так, Эдуард Мамедов. Асан, что вы знаете по поводу взрыва в Бостоне? Братья Цирнаевы. Меня просто замечали этим вопросом, замучили этим вопросом, наверное, да? Но я не знаю, что братья Цирнаевы, они... Братья Цирнаевы совершили этот теракт, на мой взгляд, я так считаю. И это ужасно, что они сделали. Это ужасно. Но я могу сказать по поводу младшего брата. Если американский судья, который вынес ему смертную казнь Джахару Цурнаеву, знал бы до глубины души, до подробностей, знал бы наше отношение к старшему брату, он бы не вынес бы ему. Если этот судья был бы чеченец, он бы не вынес. Даже если в Чечне он против чеченцев совершил бы теракт, чеченец не потому, что решение суда должно основываться быть справедливым, непредвзятым и объективным. Я уверен, что Тамерлан Джахар Цернаев пошел на поводу у старшего брата. Хочет он или нет, у нас нет возможности, вот так нас воспитывают, перечить старшему брату.
И когда тебе брат говорит, ты не мужчина, ты там должен пойти со мной. Даже вот на такой жестокий, за такой бесчеловечный акт брат должен идти. Потому что он идет на смерть, и все, и ты должен вместе с ним пойти. Это очень больная, болезненная тема. Тамерлан Цернаев совершил ужасную вещь, да, это очень печально. Я уверен, что он был спровоцирован той же ФСБ по Дагестану. То, что есть в Дагестане, когда этот момент случился, Амир Амиров, да, мэр Махачкалы, действующий, или офицер он, я не знаю, скорее всего, действующий, или марионетка ФСБ, или действующий офицер ФСБ, который много людей убил, который по локоть в крови убивал направо-налево. У него были свои группы. Я кое-какой информацией по этому поводу владею, потому что как бы защищал некоторых людей из дагестанского подполья. И общался с некоторыми людьми, да, оказывал юридическую помощь кое-какую. И я считаю, что этого Тамерлана они взяли в разработку, заложили ему эту информацию, что вот Америка там мусульман убивает, надо взорвать женщин, детей в Бостоне. Это невероятно. Я не знаю, как человек, который жил, видел, что эти люди ничего плохого ему не делают, пошел на этот шаг. Но вот бывает нейролингвистическое программирование, есть кодирование, есть люди, которые подвержены легко разным манипуляциям. Вот он сделал то, что сделал. К сожалению, это очень печально. Это очень печально. Супер Батман, дядя Снам, парни, которые поддержали и пытались помочь Чернаевым, были казахи, как я слышал. Вроде тоже их осудили. Да, там уже, когда вот эта машина пошла, механизм этот, да, то там всех, кто, как ты идешь, как пособник. Это был ужасный террористический акт, который осуждают все, кого я знаю, абсолютно все. Единственное, я бы не хотел бы, чтобы казнили Джахара Цернаева. Я нисколько его не оправдываю, он был уже взрослым, ну, хотя он выглядит как малолетка, но при всем при этом смелый, дерзкий, может быть, ну, уже тебе деваться некуда, когда твоего брата убили, но я считаю, что пожизненный срок, это был бы для него, ну, суд Америки решил, значит, так тому и быть. Так, Йокарда Бабай, Астан, я готов пойти на митинг за тобой, и никуда я не пропал. Поедем гамбургские гамбургеры и пойдем плевать российское посольство. Если в Гамбурге оно есть, вперед, ослановцы. Йокарда Бабай. Есть здесь это представительство, Банд-Притон, российский Банд-Притон представительство, перевалочный пункт кокаиновый здесь имеется. Но пока мы сейчас не планируем, мы планируем, в случае чего, я уведомлю отдельно, мы планируем провести марш, в котором всем нам надо будет принять участие. Марш с Айдамином Ибрагимовым, который организовывается. Кстати говоря, по поводу, я хотел бы сделать по этому поводу обращение, можно даже будет вырезать, или пускай все знают. Я возглавил правозащитную организацию, Международную ассоциацию «Мир и права человека», которая имеет древнюю историю, можно сказать, одна из первых, самая первая чеченская правозащитная организация, одна из первых в Чеченской Республике, одна из первых вообще на постсоветском пространстве, которую зарегистрировал Саидамин Ибрагимов. Он мне предложил возглавить отдел в Гамбурге Международной ассоциации «Мир и права человека», с чему я с большой честью отнесся и принял это решение. Поэтому на сегодняшний день я являюсь руководителем
Международной ассоциации мира и права человека в Германии. Так что поздравляйте меня. Умар Али, поздравляю. Спасибо. Барков. Так. Эдуард Мамедов, я с этим согласен. Очень не хватает таких, как вы. Джахар очень похож на моего племянника. Я очень переживал за это. Да, Эдуард Мамедов, это такой, как гром среди. Ну как в Америке взрывать? За что? Ну я не понимаю, как можно, у тебя геноцид в Чечне провели одни, а ты взрываешь вообще, даже русских нельзя взрывать, даже тех, с кем ты воюешь, ни в коем случае, категорически это запрещено исламом, международными правозаконами, всем, даже страна, которая провела над тобой геноцид, их нельзя взрывать. Для меня это был как гром среди ясного неба, когда в Бостоне взорвали, и когда сказали чеченцы, я просто был в ужасе. Хотя эти ребята не жили никогда в Чечне, не имели к чеченскому сопротивлению никакого отношения. Но это они этнически, да, они были чеченцы. И жалко, конечно, жалко Джахара Цернаева, жалко всех американцев, которые пострадали. Я выражаю свои соболезнования. Я и тогда писал об этом, выражал. И сейчас, конечно же, это ужасно, что было. Это раздор вбить, чтобы все американцы, политики, другие простые люди, чтобы американские, чтобы сказали, мы являемся врагами, террористами, исламистами. Это не так. Это не так. Салам, Николас Кейдж, говорит Расим Валиев. Салам, Расим. Поздравляю, Аслан. Удачи тебе, брат, говорит Жора Майер. Спасибо, спасибо, Жора. Ёкарный бабай. Дал эхту бойл Аслан, говорит, кури амхадов. ДРС хуй. Ну, короче, мне все выражают поддержку за то, что я возглавил. Это тем, кто не понимает чеченского языка, объясняю. За то, что я возглавил правозащитную организацию, Международную ассоциацию в мире права человека в Германии. Так, Апольфиния 94-96. Ассаламу алейкум, Асан. Да, я Берка, ты в работе в мире права человека, желаю успехов. Ва алейкум салам, дейрейс хуйль. Так, супер Батман, Николас Хан Кейджукаев. Я, кстати, тут разговаривал с одним парнем, и, ну, сразу, чтобы не сказать чеченец, потому что сразу с русским общаюсь, он спрашивает, кто по национальности, скажешь чеченец, и уже все, не выскажет все, что у него внутри там, и, короче. И я говорю, ну, я не говорю, что я чеченец. И говорит, ну кто ты? Говорит, я говорю, ну какая разница, не отстает. Я говорю, ну допустим, я еврей, я говорю. И он говорит, да, а как зовут? Я говорю, Николас. Ну, вспомнил, что меня все тут называют Николас Кейджем. Он говорит, а меня Николай. И вот мы говорили, и, короче говоря, он мне уже начал хамить. И потом я ему в конце концов сказал, что я чеченец. Но разговор пошел в другую сторону. Он говорит, нет, я не это имел в виду. Ну, короче, увидите, я выложу это видео. Так, Федор Гоголев, сколько вам лет? 35, 36, мне 20, Федор. А есть сайт организации в интернете, который ты возглавил? Пенек Московский спрашивает. Да, Пенек Московский, есть сайт, у нас в Гамбурге его еще нет, я это все буду делать, это все предстоит делать. Но важно ведь не то, что... Важно не слыть, а быть. Важно, чтобы я помогал людям, как я могу. А так, ну, сайт, конечно, нужен, но сейчас тот же есть интернет. Короче говоря, есть сайт «Мир и права человека», сайт Амин Ибрагимов. В гугле набери, там увидишь. Супер Батман. Дядя Асан, какие книги посоветуют почитать для улучшения навыков юриспруденции? Ой, супер Батман. Сейчас я вот не скажу, какие книги. Ну, я обязательно в следующий раз этот вопрос я обязательно постараюсь на него развернуто ответить, потому что
Это очень важно, кстати говоря. Есть разные очень толковые книги, я их читал, я вот сейчас не помню название, ну не все там дочитывал, но очень полезно их почитать. Много высказываний, адвокаты, юристы, прокуроры, очень толковые люди, между прочим, бывают. Поэтому есть чему поучиться. Samsung Уральск. Аслан, поздравляю, да убережет вас Всевышний Аллах. Спасибо. Так, Умар Паршоев. Ассаламу алейкум, Аслан. Я думаю, ага, да, это было, дейрейс, ва алейкум салам, дейрейс, Умар. Так, так, мистер Ахту, ассаламу алейкум, Аса. А нельзя собрать ребят, как типа дружинники, или как там, чтобы пресекать вылазки кадыровских боевиков и наказывать, или хотя бы не повторилось случая Микаила Мализаева? Мистер Артур, ну, алейкум салам. Во-первых, здесь есть полиция. Она здесь работает. Дублирующие функции полиции нам выполнять, конечно же, не надо. Но в случае необходимости было бы хорошо, если бы, конечно, мы сразу реагировали и собирались. Это и есть гражданское общество. И не обязательно там с битами, с пистолетами. Да, даже наоборот, это не обязательно. Это обязательно это не делать. Просто свое присутствие, чтобы показать, чтобы вот пришло 100 человек в отдел полиции. И говорят, вот смотрите, нашего Минкаэла Мализаева пытались похитить. Я вас уверяю, было бы все по-другому, чем я один приехал. Понимаете? Вот и есть это гражданское общество. Это трудно, это накладно, это, за это спасибо никто не скажет. Наоборот, ты еще тебе скажет, да, он какие-то свои личные интересы преследует. Но не важно, что скажет, главное, какие у нас намерения. Мы должны помогать. Так, я опять пропускаю. Так, Евгений 999. Аслан, поздравляю, по твоему складу, по-моему, тебе особенно подходит такая деятельность. Спасибо, Евгений. Йокарный бабай. Аслан, когда мы, чеченцы из Европы, поедем в натовской форме освобождать нашу родину? Йокарный бабай, мы обязательно поедем. Может быть, не в натовской форме, но обязательно поедем. Федор Гоголев, вы стопроцентный чеченец или частично? У меня очки не чеченские. Так, Аурель Доро, Гутен Абend, Асан. Очень хорошо, что у чеченцев есть такой правозащитник, как вы. Успехов вам в вашей деятельности. Спасибо, Гутен Абend. Спасибо. Ассаламу алейкум, Асан. Поздравляю, дружище. Успехов в работе и в личной жизни. Эмзер Борчашвили. Ва алейкум салам. Дейрейсху, спасибо. Горгаря Аслан, это нормально, что Мехрибан? Это нормально, что Мехрибан? Не понял. Рад видеть лунный свет. Так, это не мне. Аслан, добрый вечер. Привет, всем семит. Семт. Так. Самогатдиаш, волки не спят. Ваймир битан цен беттер буоц Кадыровичан. Так. Нохчин нох. Так, это не мне. Ассаламу алейкум, Данил Гайтукаев. Аслан, ты выбрал правильную позицию, освещаешь, чтобы чтобы войнахи были братскими. Ва алейкум салам, Данил Гайтукаев. Конечно, это без меня это решено. Все равно, как бы мы ни говорили, все равно мы братья. Так, всем. Аслан, добрый вечер. Что вы можете сказать о Ахмеде Аль-Хаджиеве? Ну, был такой человек, который выпускал ролики, ну вот сейчас его нет. Так, Баке Жакену. Аслан, я считаю, нужно просвещать людей, вся проблема в образовании молодежи. Пока люди начнут заниматься самообразованием, ничего не изменится. Я согласен. Чингисхан, если хотим избавиться от России, надо, чтобы наши дети не учили русский язык, а английский, немецкий, французский, испанский, и мир будет для всех открыт. А русский все это большая бедная тюрьма. Ну, русский язык тоже знать надо.
Ну, может быть, правда, от этого русского языка у нас все беды. Не знали бы мы, было бы, может быть, и лучше. Так, ёкарный бабай. Аслан, давай наконец закончим эти разогревочные вопросы и перейдем к серьезной теме. Что ты думаешь про ковчег? Думаю, мы сможем его починить. Да, я был бы не против, конечно, чтобы нашли там ковчег, но я что-то сомневаюсь, что его там нашли. Так, Федор Гоголев. Если Чечня станет отдельным государством, какие она будет строить отношения с Россией? Ну, во-первых, мы есть отдельное государство. Мы временно оккупированная страна. Это я вам чисто юридическую сторону, да, это не от себя, это юридическая сторона. Мы будем строить добрососедские нормальные отношения со всеми, в том числе и с Россией. Эдуард Мамедов. Какую вы видите Ичкерию в будущем? Какой путь турецкий? Турецкий план Ататюрка. Я вот не могу сказать, какой там план Ататюрка, но я вам скажу, что я вижу Чечню, и она будет, так она есть. У нас есть конституция, пока чеченский народ не выйдет и не проголосует в обратную сторону, у нас есть конституция, мы являемся демократическим правовым государством. И все. А остальное все от лукавого. Так, ассаламу алейкум, говорит Парзвин Асхин. У меня есть немало знакомств среди чеченцев, и, честно говоря, среди них не очень популярна идея национального государства. Как не оправдываешь себя и живший? Как думаешь? Алейкум салам. Это сугубо их мнение, и только выборочное там мнение ваших друзей, допустим, не может являться мнением всего народа. Для того, чтобы что-то изменилось, да, например, здесь в Германии может проживать человек, который хочет построить там великий рейх. Но у него такое желание, их может быть даже группа этих людей, даже им там заложили какую-нибудь там информацию, что так и надо. Но при этом они имеют конституционный строй. Для того, чтобы изменить конституционный строй в Германии, им надо убедить всех немцев, большую часть, подавляющую часть, и вынести этот вопрос на голосование об изменении конституционного строя. Если все эти там, их партии, политики, все к этому придут и скажут, мы будем строить Великий Рейх, ну, пускай строят. У них, конечно, испортятся отношения со всем миром, и все у них будет плохо, но пускай строят. Также я предлагаю всем, кто хочет изменить конституционный строй в Чеченской Республике, подготовить общество, показать свою программу там, и так далее. Ну, флаг в руки. Мы живем в свободной стране. Все имеют право доносить. Но я вот тут разговаривал, ну, тут писал один человек, и говорит, если вы не понимаете, говорит, тогда только меч вас исправит. Я говорю, ты с окопа пишешь, нормально там все, не тяжело тебе там в окопе. Он говорит, я привожу там слова какого-то Ибн там, этого там, который там был какой-то воин. Или Халид, Абу Халида там, или какого-то воина. Ну, это просто бред. Если есть что-то свое, я говорю, что есть, мне говорят, если ты не понимаешь, мы тебе все, меч. Меч это значит, он хочет убить меня. Этот человек опасен для общества. Этот человек является фанатиком, это является экстремистом. Этот человек должен быть привлечен к ответственности. Ну, конечно, не за то, что он в Ютубе написал. Я имею в виду, если этот человек начнет свои мысли воплощать в жизнь. Мы живем в свободной стране, и даже в Ютубе, но угроза убийства, конечно, это никого не освобождает от ответственности. Хотя, конечно, мы не в России, мы живем в свободной стране, Чеченская Республика Ичкерия свободное государство, и у нас свобода слова. Макс Акмурза, юмор. Здравствуйте, друг, ты откуда? Я из России, из Ирбита, Иван Селиванов. Привет, Иван, я из Гамбурга. Расим Валиев, ты за шариат Чечении или так просто, как в Европе? А какой шариат ты имеешь в виду? Ты можешь мне рассказать, что ты видишь? Наподобие какой страны ты имеешь в виду?
Так, Михаил Савельев. Приветствую, Аслан. На твой взгляд, на кого следующего нападет или попытается напасть Путин и кремлевский сброд? Ну, я думаю, это будет Украина. Следующий пока с Украиной они еще мутят, поэтому это может быть Украина. Может быть Казахстан войдут. Ну, гадать, что гадать. Я не специалист, их внутри не обладаю. Так, Рулон Абоев. Халид ибн Валид, меч Аллаха. Да, Халид ибн Валид был меч Аллаха. Он был воином и так далее. Ну, он, может быть, где-то в каком-то там военном деле объяснил и сказал, что вот если вы не поймете, я вас буду мечом исправлять. Но не своему согражданину, чеченцу, из-за того, что у него какие-то свои взгляды, говорит, если ты не понимаешь, я применю меч. Причем человек, который никогда ничего не сделал. У него народ, геноцид устроен в его народе. Где эти люди, которые там призывают там, к джихаду, там, отправили всех в Сирию, здесь сидят. Ну где тогда? Так же нельзя. Никто же не против мусульман. Никто не против мусульман. И нас выводить там из ислама, там, это короче говоря, очень плохо, господа. Так, Анзорино, Халид бин Валид, да будет довольно, он говорил это врагам на поле битвы. Вот я и об этом иду. Где-то что-то вырезается, и говорится, что вот я так сказал, я так сказал. Адам Эдельгириев. Аслан, не так уж давно была акция арест имущества в Чечне. Что-то удалил кто. Повезло Зеленский. Жора Майя, сегодня 21 век. Так, Макс Гартнер. Мой вклад в джихад и наше государство – это мои 4 детей, получающие высокое образование и говорящие на 3 языках. Аллах, да и рейс хуйно, Макс Гартнер. Пенек Московский. Аслан, помоги интервате стрим модерировать. С удовольствием помогу, я просто физически не успеваю. И интерваты наш парень. Он сейчас ведет стрим, у него сейчас стрим. Лапа Лапуч. Аслан, почему чеченцы называют себя дагестанцев сюли? Это значит, это слово. Нас в Дагестане более 30 национальностей, а для чеченцев мы сюли. Сюли, по-моему, это аварцы, говорится. Я не могу сейчас точно сказать. Но это просто, дагестанцы. Ну, ближе всех у нас аварцы жили. Это, по-моему, аварцы. Но я могу ошибаться. Ничего плохого, никакого плохого смысла в этом нет. Так, Йохан и Бабай. Аслан, диванный маджахет топишь за шариат, завтра придут со школы, пересматривают твой эфир, будут ругаться. Да, может быть. Так, Эдуард Мамедов, как вы думаете, почему арабские страны не принимают беженцев? Хороший вопрос, Эдуард Мамедов. Да, если все такие правильные, да, если они хотя бы, ладно тогда, выборочно, только мусульман не принимают. Ну ладно, не всех мусульман, только тех, над кем геноцид, например, в Сирии, например, идет. Не принимают. Вот я не понимаю, почему такие. А вот плохие вот эти европейцы, которые такие кафиры, такие все плохие, они почему-то принимают, мы им еще тут права качаем, отстаиваем свои права, и говорим, вот вы нам неправильно, вы закон не соблюдаете. Вот. Так, как найти, объяснять. Сюли равно аварец на чеченском. Плохого ничего в этом нет, да. Ваха Исаев. Сюли экзоэтноним аварцев. У чеченцев от гидронима сулак. Вот, сложными словами Ваха Исаев объяснил, но я так думаю, это значит, ничего плохого слово сюли не несет. Но я, по крайней мере, никогда не слышал, что мы закладываем это что-то плохое сюль. Слово. В это слово. Например, гыржи мы говорим про грузин. Гыржик. Вот, кстати, Игорь Макеладзе напоминает. Ёкарный бабай. Потому что арабские страны сами продажные шкуры. Да, совершенно все руководство у них утопает в роскоши. Иван Титов, реалити, ты на грузина похож. Да, мне говорили. И на еврея говорили, и на грузина говорили. И много на кого говорили.
Да, вот Эрмлой говорят, Гюржи, Эрмло, армяне, Гюржи, грузины, сюли, аварцы, ну, дагестанцы. Вот так это говорится. Ничего плохого в этом нет, господа. Мы дагестанцам относимся очень хорошо. Мы ко всем хорошо относимся, а к нашим соседям, к нашим братьям, конечно, мы обязаны относиться хорошо. Так. Бекки Жакена, Остап, можно выходить в прямой эфир на пару часов пораньше, в Астане 3 часа ночи. Извините, Бекки, я очень извиняюсь, я сам просто не успеваю пораньше выходить. Так, господа, мы уже минут час 46. Все, пора закругляться. Эрси русский говорит, вот Шеше говорит. А, так что приятно было со всеми вами говорить. Приятно было вас всех читать. Надеюсь, вам тоже хоть что-то полезное, приятное от меня услышали. И даст Бог, еще услышите. Создавайте гражданское общество, объединяйтесь, доносите правду, и да поможет нам Всевышний в нашем правом деле. Все, всем удачи, ассаламу алейкум.